Сүрөктүктөн, Мегеттен, Горнайттан, Жокускаттан, Кабаластан. Muuttuuruun havasattuen. Muttare havasiliivijät tutavat rinköttänän saataravat. Huonnut tutumaan, että ne varallaan kuttu. Уважаемые участники ринга, секунду внимания. Посмотрите на свои нагрудные номера. Так, теперь смыкание. И нет, смыкание. Норма. Так, яйца. Все, вижу. У него, кстати, почему-то тоже конечности как подставленные под корпус. У него толчка нет почему-то. А подойдите ко мне. Да, ты видишь. Стоп. Не надо. Тихо. Да ладно ты не. Перед нами кобель. Возраст какой правильный его? 1 год 4 месяца. Как собака очень красивый, да? Эффектный, белый, крупный. Но почему оказался в числе последних? Он очень сырой, что вообще лайке не свойственно. Плюс ко всему, вот обратите внимание, вот как в ринг как вошел, и вот по сей час, у него рот не закрывается, у него вот этот язык радиатор, он постоянно у него висит. Ну то есть вот собака, я могу сказать, что у нее с терморегуляцией вполне возможно из-за того, что у него спина шире, чем у меня. Плюс ко всему, когда мы смотрим движение, у него задние ноги, они этот вес не везут. Они просто у него слабые, у него скакательные суставы просто болтаются. Он не может справиться с этим весом. Это вина чисто хозяина, потому что собаку нужно подготовить, подсушить. У него очень много лишнего. Он бы гораздо выше прошел, возможно. Но вы его просто очень сильно раскормили, потому что вы вот это избыточно. Ну да, такая спина, я не знаю, очень широкий. Ему самому тяжело. Я не шучу, я просто говорю, констатирую факт. У него вот если передние ноги еще справляются, то зад у него уже они не держат. А так в целом, конечно, собака ухоженная. Отмечу шерстный покров. Обратите внимание, вот то, что я говорил. Вот это седло. Видите у него как раз покровный волос. Вот этот ремень идет. У него вот качество псовина очень хорошее. При этом он, конечно, очень хорошо социализирован. У него костяк хороший. У него мышечной массы, у него избыток жира. Просто. Вот и все. А так, в принципе, возможно, повзрослеет, у него там с метаболизмом все наладится, он придет в норму. Но пока, вот он последний. Ну пока он сыроват. У него вот признаки общей сырости, они видны пока. Но это надо его подсушить, надо гонять. А так видно, он, конечно, очень ухоженный кобель. За что отдельное спасибо хозяину, ну, конечно, надо паечку урезать. Следующий кобель. Основной виной, могу определить его, это избыточный рост. Но лайка такого роста быть не должен. Но он за 70 сантиметров. Потому что у него уже видно, вот, да, он тренированный. Он, кстати, в отличие, у него нет жира. Он видно, что он в тонусе, он двигается. Но при этом качество движения у него уже тоже не лаечки. Они затянутые, они не обладают той оперативностью, которая свойственна лайке. Поэтому я хотел бы видеть более живую, более энергичную собаку. С таким сложением собака, она не может обладать таким темпераментом. Как только мы поднимаемся вверх, мы сразу теряем в скорости, в оперативности, в ловкости. А как, допустим, такой собаке вот работать, ну ладно, у вас нет кабана, а вообще вот просто как кабан атакует, и медведь атакует, не хуже. То есть обязательно резкость должна быть, ловкость нужна, оперативность движения. У этого кобеля этого не видит. Ну, хочу ответить, что, наверное, по шерстному покрову вот этот кобель лучше всех. Потому что вот обратите внимание, какая у него муфта.
какое седло вот здесь, вот это вот все развито. Вот качество целого. У лайки должна быть трехярусная структура меха. Это подшерсток, который он прикрывается осевым волосом, и вот здесь идет уже покровный волос, который спускается вот сюда на гачи, что я говорю, он закрывает половые органы. Это все защитная функция. У этого кобеля очень хорошо развита трехярусная структура меха. Вот он может быть в этом смысле идеальным образцом для демонстрации шерстного покрова лайки. Но рост избыточный. Спасибо. Вот эти две собаки, они по типу ближе к русско-европейским лайкам. Вот поэтому они вот здесь и оказались. Ну, на фоне посмотрите просто, я вам приведу потом других собак. Вот. Особенно вот у той голова, она очень сильно похожа на голову русско-европейской лайки. Они просто вот этим типом, они потерялись среди тех собак. Это лайки, безусловно. Но насколько они вот именно как якутские охотничьи, вот это большой вопрос. Я думаю, что где-то там кто-то когда-то подгулял у вас с русско-европейской лайкой. И вот это до сих пор у вас проявляется. Но при этом они очень неплохие собаки, да. Это вполне охотничьи лайки. Но только вот, конечно, как якутская собака, то, что я читал в стандарте, который мне показали, она не совсем ей соответствует. То, что это лайка, это безусловно. Ну, насколько якутская. Вот. А так, в принципе, очень неплохой экземпляр, хорошо двигался тоже. Поэтому, вот, следующий подойдите. Спасибо. Здесь чуть-чуть получше, потому что и качество шерстного покрова другое. Да, тут вот видно, это очень хорошо выражен половой тип, видно, что это кобель. Но недостатки, в принципе, что у той собаки, что это и есть. То есть вот именно того породного типа, который должен быть у якутской охотничьей лайки, я не наблюдаю. Плюс ко всему, хочу обратить внимание, у него очень круто загнут хвост, что тоже вашим собакам не свойственно. Как правило, вот, у якутской охотничьей лайки хвост не в тугом кольце, либо серпом. То есть вот чтобы определить, насколько это хорошо или плохо, тут надо смотреть. Вот здесь должно быть не закрывающееся кольцо размером с куриное яйцо. Вот это вот самое нормальное. А вообще со стороны, когда вы наблюдаете, хвост должен вписываться в цифру 3. То есть вот вы берете вот эту вот заднюю часть очесов и хвост. Он у вас должен напоминать цифру 3. Он не должен быть закинут сильно на спину, потому что вот у этой собаки он тоже избыточно загнут вперед. Это говорит о том, что вот здесь есть крестец, и вот здесь он соединяется с хвостовым отделом. Вообще в норме там есть сустав. И вот когда крестец заканчивается, там есть такой отросток. Суставной отросток крестца, крестцовый. И он просто, я сейчас уберу микрофон. Вот, в общем, если мы берем крестец, там есть вот такой отросток. И в него входит сустав хвостового, первого хвостового позвонка. Если он хорошо развит, вы никак его сюда не забросите. Если только он редуцирован, упрощен, то тогда, конечно, хвост у вас закинется. Но, как правило, если редуцируется вот этот суставной отросток, то сокращается и длина крестцового отдела. А если сокращается длина крестцового отдела, то на нем меньше располагается мышц. А это значит уже и хуже толчок, и все остальное. То есть чем больше мышц, тем сильнее толчок, тем выносливее собака. Понимаете, о чем я говорю? Здесь с хвостом уже есть такие проблемы. Все, спасибо. Следующий кобель. Рослый. Ну, что могу сказать, да. Я не очень люблю вот таких вот прям здоровых собак, потому что они, ну, грубо говоря, мне не совсем нравится их движение. Я не видел вот крупных собак с хорошим качеством движения. Ну, как правило, вот только вы куда-то заходите, там, 70, под 70, а уже тем более за 70, то движений хороших там, ну, ожидать тяжело. Основное, что я ставлю вину этому кобелю, это вот эта привязь. Вот этот плюмаж, это уже начальная стадия длинношерстности. С вот этого начинается. Поэтому вот это, по большому счету, это хвост порочный. Хвост лайки должен быть одет по лисьи, валиком.
То есть вот у лисы все видели хвост какой он. У него вот этой вот плюмажа вот этого нету никакого. Вот он вот должен быть одет правильно по лисьи валиком, как называется. Северный вариант. Чё? Нет, это не северный вариант. Это скорее всего привет от оленегонных лаек каких-то у вас. Вот. Так что вот такие дела. Ну а так в целом, да, крупный кобель. Качество движения оставляет желать лучшего. Ну и основная проблема — это опушение хвоста. Оно некорректное. Спасибо. Следующая собака. Ну, представлена в стадии разлинки, поэтому сказать, как она была одета вот именно в зимнем наряде, я не могу. Ну, вот эта вот пархатость ее, оставшаяся шерсть, ну, она, можно, конечно, что-то додумать, но это, конечно, эта собака теряет привлекательности в таком виде. Плюс ко всему, что абсолютно нетипично лайка. Это вот этот густой краб. Ну, это вот 100% какой-то начальник экспедиции был у вас когда-то с английским сетером. И кто-то подмешал его к лайку. Вот это очень устойчивый такой признак, который наследуется, и избавиться от него тяжеловато. Вообще, вот эта крапчатость, особенно густо-крапчатость какой-то вот кобеля, это лайкам вообще не свойственно. Поэтому вот он оказался на этом месте. Все, спасибо. Следующий кобель. Он практически ему равен, но только тут краб пореже, но тоже достаточно. Вот, поэтому это тоже не есть хорошо. Рассмотреть его движение, вот хочу сказать, да, вот эта собака, она видно, что она анатомически правильно сложена, у нее физическая форма хорошая, но хозяин ее не может показать по-нормальному. Вот он смеялся громче всех, а вот там потом оказался сам в той же роли. Это я с вами счеты не сложу, честное слово, ну просто вот видите, как получилось. Поэтому то, что я увидел в движении этой собаки, меня до конца не устроило, потому что то, как она двигает передними ногами, мне разглядеть не удалось. Задние кое-как разглядел, а передние, к сожалению, нет. Но при этом, да, собака, ну вот обращайте внимание, то, что крапа, конечно, быть не должно у лайки. Следующее. Спасибо. Вот эта собака, она больше в типе западно-сибирской лайки. Вот. Поэтому оказалась здесь. Да, особых претензий к анатомии этой собаки я не имею. Двигалась она достаточно хорошо. По-моему, с задними конечностями. Да, у нас было там? Что там было? Нет, да. Вот двигалась хорошо, но опять же, мы видим вот этот краб, он есть и на голове. Вот, это, конечно, очень простит экстерьер собаки. Ну и хотелось бы, конечно, другой шерстный покров. Здесь только есть подшерсток и есть остевой волос. Покровного волоса мы видим нет. То есть вот что на боку, что на спине, совина практически ничем не отличается. Вот то, что я вам показывал до этого, где развитое седло, ремень, вот это вот все, здесь этого я не наблюдаю. Поэтому собака выглядит так. Однообразно одета, без разделения псовины на разную структуру шерсти. Вот особенно, ну тут и муфты особо нет, ничего. То есть вот то, чем отличается, особенно северная собака. Какая у нее должна быть псовина. Здесь я этого не наблюдаю. Спасибо. Следующий кобель. Здесь основная претензия этого кобеля, он непропорционально сложен. У него голова другой собаки. У него облегченный корпус и крупная такая, достаточно массивная голова, что диссонирует с общим этим. Плюс ко всему, бедность шерстного покрова, она только излишне это подчеркивает. Ну и долго мы пытались его рассмотреть, рассмотрели, опять же так, ни шатка, ни валка, поэтому высказаться действительно, какое у него качество движения, я не могу сказать. Долго пытались, но рассмотреть толком не удалось. Поэтому вот в целом, но основная претензия, что излишне крупная голова и облегченный корпус. Есть претензии просто к пропорциональности сложения. Спасибо. Смотрим на эту собаку. Да, несмотря на то, что собака молодая, она достаточно крупная. Анатомически она сложена неплохо.
Вот, но для якутской лайки она излишне долговухая. Вот такая форма ушей больше характерна западносибирским лайкам, и даже для нее она избыточна, я могу сказать. А уж для якутской охотничьей лайки тем паче. Плюс ко всему, мы видим опять же вот, телесного цвета мочку носа, не хочу повторяться то, что я вам рассказывал. Конечно, это нужно стараться изживать. Вот. А так, в целом, да, вот у нее шерстный покров очень неплохой. Для молодой собаки вполне достаточно. Я думаю, когда заматереет, он еще добавит. И будет смотреться более эффектно. Спасибо. Вот эта собака тоже рослая и тоже в типе западносибирской лайки больше. Поэтому вот только из-за этого. То есть вот основное, что должно быть, мы породу должны узнавать вот просто в ней. Вот мне бы показали ее, если бы в этом ринге, я бы подумал, что ну все-таки тут где-то 3/4 западносибирской лайки. Особенно в строении головы, вот, это очень хорошо заметно. Плюс, ну, распространенный в той породе окрас, вот, и общее сложение такое, вот, пропорции, это более характерно для западносибирской лайки. Поэтому недостаточно хорошо выраженный породный тип ставится собаке этой длины, и вот она оказалась на этом месте. Спасибо. Следующая собака. Вот, кстати, очень большая редкость. Собака очень высокая, но демонстрировала хорошее качество движения. Вот человек его пустил, он сразу у него пошел хорошо. То есть, что хочу сказать, голова достаточно породная, но кобель большой и голова большая. То есть вот он избыточный размер. Плюс ко всему, шерстный покров, он прилегающего типа. Вот это, конечно, очень простит экстерьер лайки, тем более северной собаки. У нее основное украшение — это псовина должна быть. Мы смотрим, мы сразу угадываем то, что эта собака, ну вот, на севере все собаки должны быть хорошо одеты. Здесь можно сказать, что просто подшерсток развит недостаточно хорошо, поэтому у него осевой волос, он прилегающий. Он не стоит вертикально, не подпирается подшерстком, а лежит просто горизонтально, плоский. Все, спасибо. Следующая собака. Тоже могу сказать, что не совсем хорошо выражен тип, да, особенно по корпусу. Плюс ко всему, есть претензии к голове. Обратите внимание, у него вот эта вот ложбинка на голове, очень излишне резкий переход от морды. Вот, видите, какая вот у него продольная ложбинка? Это то, что я говорил, когда про суд рассказывал. Здесь вот, ну, есть проблемы. Если потрогать у него вот этот сагитальный гребень, он не очень хорошо развит. А вот это свидетельствует о том, что вот эти надбровные дуги, они переразвиты. Вот они как раз добавляют вот эту вот излишнюю выраженность перехода от лба к морде, что, конечно, для лаек тоже не совсем свойственно. Тем более, вот, если мы посмотрим у диких псовых, у них очень плавный переход такой, нету вот этой пережадины такой. Здесь это все есть. В целом, собака на очень правильных ногах, с хорошим шерстным покровом, демонстрировала... Так, стоп, с конечностями там что-то было. Да. В движении сближены скакательные суставы были, хотя в статике смотрится очень неплохо. Спасибо. Вот опять смотрим. Собака рослая, костистая, да, но при этом вот голова, даже несмотря на размер, она больше в типе западносибирских лаек. Это и выдает долгоухость вот это, то, что очень большие уши. Недостаточно развитые тут скулы для такой головы и излишне длинный щипец. То есть вот чуть-чуть пропорции головы должны быть другие у якутской охотничьей лайки. Но добавок ко всему, ему не хватает длины корпуса. Возможно, в силу возраста. Может, он еще дорастет. Собака крупная, находится на стадии развития, поэтому ну, вполне допускаю, что где-то там что-то удлинится. Хотя не совсем уверен. Ну, тоже пытались долго рассмотреть движение очень сложно было рассмотреть, ну и двигается собака пока не лучшим образом, должен сказать. Спасибо. Да. Следующая собака. Что хочу сказать, очень гармонично сложена, но в
целом по пропорциям. Но вот в движении у нее излишне скошенный круг, отчего у нее задние конечности, они больше двигаются вперед, чем назад. То есть у нее недостаточно сильный толчок. Амплитуда движения вперед превышает, она должна примерно быть одинаковой. Насколько шагнули, настолько оттолкнулись, и она прошла. А у него получается, что вперед движение больше, а назад движение меньше. И это видно особенно, вот, когда он бежит рысью. При этом собака достаточно пропорциональна, по возрасту неплохо развита. Вот. Также хочу отметить, что чуть великоваты уши, излишне выпуклый лоб. Хотелось бы его видеть более плоским. Но собака молодая, сильно придираться не будем. Живем, увидим, что вырастет. Вот. Ну, излишне в целости, вот, да. Вот, допустим, то, что губы должны быть более сухие. У него уже там вот, они немножко отвисают. Это, конечно, тоже выглядит не очень по-разному. Хорошо, спасибо. Следующий кабель. Тоже рослый, на достаточно правильных ногах, хорошо физически развитый. Что хочу отметить, ну вот мы видим краб, да, то, что я уже говорил. Плюс у него, обратите внимание, вот это называется так называемый снежный нос. Вот видим, да, вот эта вот полоска. Это, ну, тоже нарушение пигментации, а вот то, что мы видим вот здесь сверху, вот это розовое, это называется трюфельная кожа, это тоже недостаток пигмента. То есть вот с пигментацией у этой собаки есть вопросы. Плюс ко всему, при такой широкой голове, мне бы хотелось все-таки, чтобы глаза у него вот так не в кучу были, они более как-то у него, они, во-первых, у него и смотрятся более горизонтально, мне хотелось бы, чтобы они были более раскосы, и они излишне открыты для лайки, то есть кругловаты. Вот. А так, в целом, очень неплохой кабель, поэтому вот прошел достаточно высоко в ринге. Спасибо. Так, у нас так, нет, это я просто мне показалось, что это было что с движением, я записывал, но оказалось нет. Вот. Просто собак много, могу немного запутаться. В целом этот кабель достаточно гармоничный, пропорциональный. Вот у него вот по голове нет вопросов. Обратите внимание, она согласно, вот, ну, есть определенные каноны, как это определяется. Длина головы должна равняться длине шеи. А вот длина головы это 2,5 высоты в колке. То есть вот это вот такие пропорции. Чтобы понять, что такое пропорция, и достаточно она или нет, ну с этим сверяются. То есть вот у него эта голова, она очень выглядит гармонично. У него нет никаких ни признаков сырости, ничего. По его возрасту, я думаю, этот кабель еще доберет, у него это все прибавится. Хочу отметить очень хорошее качество псовины. Обратите внимание, вот на спину, видите, особым блеском вот этот покровный волос, он выделяется, он даже блестит по-другому. Вот у него очень хорошо это все развито. Здесь вот вы сказали хвост, здесь нет. В этом хвосте опушение, оно вполне корректное. Оно должно быть чуть-чуть больше с нижней стороны. При этом, конечно, хотелось бы, чтобы этот хвост был не так сильно завернут резко на спину. Вот то, что я говорил, это вот соединение хвостового и пояснило это и крестцового отдела. А так, в целом, очень неплохой экземпляр, по движению вопросов не будет. Все, спасибо. Следующая собака. Вот у этой собаки мы смотрим, уши вроде как небольшие, но они излишне низковато стоят, и они наклонены вперед. Видите? Вот. Это сильно простит. Это вообще свойственно японским шпицеобразным собакам. Акитам, вот у них вот очень часто вот эти такие свинячьи уши с наклоном вперед. Но это, конечно, не свинячьи уши по размеру, но постав он вообще оставляет желать лучше. Плюс ко всему, хочу сказать, что да, вроде и корпус хороший по длине, вроде правильный, костяк развитый физически, но шерсти этой собаки явно не хватает. Так же, как не хватает пигментов. Опять же остановлюсь на этом. Вот мы видим мочку носа телесного цвета, хотелось бы ее подчеркнуть. Вот. А так, в целом, очень неплохая, хорошо социализированная собака, демонстрировала хорошие движения. Спасибо.
Вот следующая собака. Вот обратите внимание. Вот какая морда, ширина. Вот это вот свойственно вашим собакам. Они не должны быть острощипые, потому что вот такая форма морды, она свидетельствует о крупном размере зубов, как правило. Если морда вот эта брусковидная такая, ну, наполненная, я не говорю про сырость, я говорю именно про размер и объем. Вот. Это всегда свидетельствует о хорошо развитом зубном аппарате собаки. Но при этом, конечно, голова, она не лишена недостатка. Видим, вот даже сквозь шерсть вот эти вот излишне развитые надбровные дуги у этой собаки, да, и плохо заполненные вот эти вот части. Здесь вот эти ямки даже через шерсть просматриваются. Плюс ко всему, хотелось бы, конечно, видеть меньшего размера уши. При этом у нее очень хорошая псовина, вот, в отличие от той собаки, которую мы смотрели ранее, палевая была тоже. Посмотрите, какой вот покровный волос. Ну и очень хорошая социализация собаки. Ну и опять хочу напомнить о пигменте носа. Здесь он должен быть достаточно. А так собака хорошая. Все, спасибо. Следующая собака. Здесь и получше голова, хотя тоже не лишена недостатка. Вот обратите внимание, вот эта продольная ложбинка, она тут присутствует. Вот. Вообще, лоб лайки, он не должен иметь какого-то излишнего рельефа. Чем ровнее, тем лучше. То есть, вот если он там имеет какой-то рельеф, это, как правило, либо что-то избыточно, либо чего-то в недостатке. Потому что мягкие ткани, которые цепляются за вот эти костные образования в виде того же сагитального гребня, они все это выравнивают. И голова становится гладенькая, ровная, без всяких западин, без всяких бугорков, без ничего. Здесь вот это вот видно. Ну, пока собака молодая, вполне допускаю, что какие-то части они там перерастут, может чем-то заполниться. 10 месяцев. Ну, я про что и говорю. Хотелось бы также пожелать ее лучше социализировать, потому что, видите, собака в ринге держится сиротливо, не особо горит желанием контактировать с человеком. Лайка вообще такая собака, она должна легко адаптироваться к любой обстановке. Это вот свойственно, вот, ну вообще вот. Лайка, она вообще ориентирована на человека. Она не должна быть ни злобной, ни трусливой. Она должна свободно идти на контакт с человеком. Спасибо. Пигмент хочу отметить. Обратите внимание, как пигментирован нос у этой собаки. Но при этом хотелось бы видеть тоже черные когти, черные подушки лап и все остальное. Здесь этого я не вижу. Следующая собака. Да, несмотря на то, что кобель молодой, он физически хорошо развит, в хорошем теле. Обратите внимание, вот он хоть светлого окраса, а как тут контрастирует вот этот покровный волос, про который я говорил. Вот этот ремень, вот это седло, здесь все очень хорошо выражено. Вот если есть собаки, смотришь, что на боку, что на спине, все одинаково. Здесь у этой собаки мы видим, что все развито очень здорово. Плюс ко всему, в отличие от той собаки, мы видим, как эта собака социализирована. Она свободно контактирует с человеком. Плюс ко всему, демонстрировала хорошие движения. Вот, ну, стоит только пожелать вырастить ее и посмотреть на нее дальше. Спасибо. Очень ладный кобель, несмотря на то, что молодой, если не загрубеет, будет очень хороший. Потому что вот он, в принципе, сейчас выглядит как уже полностью сформированная собака. Вот мне бы его показали, я бы никогда не сказал, что он вот молодой. Я бы подумал, что это уже зрелый, хороший, сформированный кобель. Вот. У него все, обратите внимание, вот и ширина крупа, у него какой простор задних конечностей, они стоят основательно, достаточно широко. У него очень хорошие углы сочленения, он показал очень высокое качество движения. Но единственное, что могу поставить ему вину, это, конечно, опять вот недостаточный пигмент. На это надо обращать внимание. Просто хочу еще раз сказать, если ослаблен пигмент, то и ослаблен иммунитет. Это уже имеется прямая к этому связь. Нужно на это обращать внимание. А так, в целом, очень хороший представитель породы. Вот, и, я думаю, занял достойное место. Ну, вот что для младшей группы, почему он к тому же уступил, то есть он выглядит уже вообще как взрослый кобель. Ему пока не хватает моложавости. И есть опасения, что он потом со временем может загрубить. Но пока он выглядит очень прекрасно. Спасибо.
Вот следующий кабель. Вот в целом очень неплохие пропорции головы. Но тоже могу сказать, что вот этот сагитальный гребень у него развит слабо. Потому что, видите, у него эта ложбинка, она как начинается от глаз, и она проходит туда дальше. Если вот просто отпрепарировать этот череп, я могу сказать, что тут вот, поверьте мне, он развит недостаточно. Но это можно пропальпировать, все почувствовать, насколько хорошо он развит. Но в целом, у него, обратите внимание, вот щипец какой, тоже хорошо наполненный, брусковидный такой. Вот. В целом, очень породный экземпляр. Хорошего окраса, у него качество псовины тоже очень хорошее. Уши, ну, нет. Ну, вам, конечно, основное, что белое выкрасить. Орган терморегуляции. Вот вы видели, наверное, как спят лисы, как волки. Они этим хвостом просто под себя подворачивают и под них не поддувает ничего. А, допустим, если хвост в очень тугом кольце, то он просто поднимается и опускается. Ну вот уже орган, это как орган теплоизолирующий, он функции не играет. Это вот, он превращается в рудимент. Спина очень крепкая. Ну, может быть, да, хотелось бы, чтобы вот здесь вот было бы побольше, но это все-таки еще младшая группа, не у всех он может быть сформирован. Но при этом он одет неплохо, муфта у него есть, у него уже есть баки. Вот. А вот это, я думаю, еще может отрасти, потому что, ну, если эта собака молодая, ну, тут строго все равно к ней подходить нельзя. Спасибо. Обратите внимание по росту, какой костяк. То есть вот... Он не крупный, но вот что касается объема и вот физического развития, он очень хороший. Обратите внимание, как он социализирован. У него очень породная голова. Вот я обращаю внимание на щипец. Он не тонкощипый. У него вот все очень гармонично. У него прям не вот так резко развиты скулы, как я вам показывал. Помните, там аж складка такая под глазом была, что вот у него это все очень гармонично. Обратите внимание, какая чистая голова. У него тут нет ни западин, ничего. Это молодая собака. Он еще обмускулится и будет еще ровнее. Но у него вот сейчас даже никакой тенденции к этому нет. Единственное, что он очень часто держит уши затянуты. Вот его особо рассмотреть вот с поднятыми ушами, что движение, что здесь не получилось. Попробуйте еще. Да это еще пока. Тут она не критичная. Вот, поэтому тут у него такая плавная, это даже не гординка, я бы ее не назвал бы гординкой. Вот. Собака нет, это нет. Она очень прилично выглядит, и я думаю, она как раз заняла свое место. Спасибо. Ну и вот кобель, который был у нас первый. Да, конечно, опять же, хотелось бы предъявить хозяину за избыточное тело этой собаки. Хотелось бы его, конечно, подсушить. Но при этом у него, обратите внимание, какой темперамент. И вот я сколько его наблюдал, он у нас даже в движении его сразу пустили, он сразу прошел, как надо. Вот у меня претензий к нему. Посмотрите, вот он стоит. Он занимает естественную стойку, у него сразу хорошо все выраженные углы. Это говорит об очень хорошем балансе этой собаки. И у него вот, да, он может быть излишне раскормлен, у него есть лишок, я не спорю. Но при этом у него очень породная голова, вот, и у него ни спина не поползла, ничего. Он очень хорошо движется и сохранил темперамент лайки. В отличие вот от той собаки, которая белая была последняя, она избыточна, у нее и одышка, и все. Этот кобель, конечно, ведет себя по-другому. Да? Что грудь? Ну, это выкинуто там что-то, я не знаю, выстрелили, наверное. Но это к ветеринару. Я здесь такие диагнозы не ставлю. Я могу только сказать о сложении. Посмотрите, вот он стоит. Лапа какая хорошая, в комке. Да, она у него не распущена. У него очень хорошие рессорные функции. Посмотрите, у него даже 5 с наклоном. Это говорит об очень хороших рессорных функциях грудных конечностей. Растянут норму нормально. Да. Все хорошо. Поэтому очень хороший кобель. Молодец. И псовина развита у него хорошо. Посмотрите, какие у него. Вот хвост как опушен. У него нету ничего тут лишнего.
Посмотрите, какие гачи у него все там защищено. И псовина, вот он как раз выглядит равномерно пышно одетой собакой. Вот все тут есть. Поэтому, да, только подсушить. Только подсушить. А так в целом очень породный, хороший экземпляр. Поздравляем, младенцы. Спасибо. Ноги низкие.